Здравствуйте, друзья! Меня зовут Тарас Волобуев, я эксперт по финансовым технологиям. Сегодня мы рассмотрим такую тему, как подключение вашего интернет-магазина к оплате карточками. Мы рассмотрим все основные вопросы, с которыми сталкиваются предприниматели при подключении эквайринга, то есть оплаты карточками. Это вопросы тарифов, подключения, интеграции, международных расчетов, взаиморасчетов с банком и вопросы безопасности. В общей сложности около 20 разных актуальных вопросов. Для начала давайте рассмотрим самые базовые вещи, то есть что такое эквайринг и как это работает. Эквайринг — это и есть услуга приема платежей карточками на вашем сайте. То есть она так и называется, и когда вы будете обращаться в банк или в другую организацию, то этот термин будет чаще всего использоваться. Наверняка вы уже сталкивались с эквайрингом на разных сайтах, когда вы вводили свою карточку, вводили срок действия вашей карточки, а также код с обратной стороны карты и осуществляли какие-либо покупки. Наверняка этот процесс вам уже хорошо знаком, соответственно, теперь пришло время интегрировать такой же самый процесс на ваш сайт. В Казахстане подключить интернет-эквайринг вы сможете либо от банков, либо от платежных провайдеров. Среди банков практически все крупные банки оказывают услугу интернет-эквайринга. Это такие банки, как Халык-банк, Сбербанк, Альфа-банк, Форте-банк, Нурбанк и, например, Казпочта. Среди небанковских компаний они называются платежные провайдеры. Таких компаний тоже довольно много. Например, это компания WPay, компания Paybox, компания Processing.kz, Cloud Payments и Робокасса. В описании к этому видео вы найдете ссылки на все эти компании, на банки и на платежных провайдеров, и сможете ознакомиться детальнее с условиями и с возможностями подключения к ним. Прежде чем подключаться к интернет-эквайрингу, необходимо убедиться в том, что ваши товары разрешены к продаже в интернете. Есть целая большая категория товаров, которые нельзя продавать в интернете. Это, например, оружие, разные виды лекарственных препаратов, наркотических препаратов, препараты, которые отпускаются по специальным рецептам, драгоценные металлы, валюта и многое другое. То есть такой список достаточно большой, и я рекомендую запросить в том банке, к которому вы планируете подключаться, или у платежного провайдера, полный список таких ограничений. Потому что если вы все-таки планируете торговать чем-то подобным, то это будет невозможно. Для подключения вашего интернет-магазина к интернет-эквайрингу вам понадобится заключить договор с банком или с платежным провайдером. Как правило, частью этого договора является анкета, в которую также вам необходимо будет заполнить, и в ней вам нужно будет рассказать о том, каким бизнесом занимается ваш интернет-магазин, какие товары вы продаете, какой средний чек магазина, доменное имя и так далее. Эта информация требуется обязательно. Кроме того, если товар, который вы продаете, требует каких-либо лицензий, то опять же вам придется предоставить все необходимые разрешения или лицензии. Также необходимо убедиться в том, что ваш сайт соответствует всем требованиям платежных систем к сайту, на котором может быть установлен интернет-эквайринг. То есть в первую очередь это, конечно же, контент, то есть все товары должны иметь описание, должны иметь цены, на сайте должна быть политика конфиденциальности, должны быть реквизиты вашего юридического лица, то есть его название, контакты, должны быть условия возврата или обмена товара. Соответственно, если данной информации на вашем сайте нету, то вам перед подключением к интернет-эквайрингу нужно подумать о том, чтобы она там появилась. Если у вас есть несколько интернет-магазинов, на каждом из которых вам нужно сделать оплату карточками, то это тоже возможно в рамках одного договора эквайринга. Просто будет заведено несколько торговых точек в рамках одного договора. Самым простым способом начала приема платежей это способ, когда вообще никакая интеграция не нужна. Например, вы торгуете через Instagram или через социальные сети, то есть магазина у вас нет. Для этого можно использовать такую услугу, как инвойсинг. Она есть у очень многих поставщиков эквайринга, и у банков, и у платежных провайдеров. Выглядит она следующим образом. Вы через кабинет торговца вводите все данные вашего счета, то есть кому этот счет, на какую сумму и куда его отправить, например, на email, на телефон в виде смс или в мессенджер. Человеку, то есть вашему покупателю, приходит соответствующее сообщение, он переходит по ссылке, попадает на защищенную страницу, и на этой защищенной странице он вводит реквизиты своей карты. Как только проходит оплата, вы получаете информацию о том, что оплата произведена успешно. Это самый простой способ приема платежей, самый простой, который не требует никакой интеграции. Второй способ приема платежей – это интеграция через так называемые модули или плагины для вашей платформы интернет-магазина. Ваш
интернет-магазин, скорее всего, создан на какой-либо из существующих платформ, то есть это может быть WordPress, или это может быть Shopify, или Bittrex, или какая-либо другая платформа, их есть несколько десятков. Соответственно, вам необходимо уточнить у вашего поставщика эквайринга или планируемого поставщика эквайринга, есть ли у него необходимые модули для быстрой интеграции вашего интернет-магазина, конкретно вашей платформы, с интернет-эквайрингом этого поставщика. Соответственно, это может быть фактором выбора в пользу того или иного поставщика эквайринга. И если есть, то тогда вы можете запросить эти модули и быстро интегрировать эту оплату в ваш сайт. Соответственно, в любом случае вам понадобится помощь вашего IT-специалиста, потому что самому сделать это все-таки немножко сложно. Но тем не менее, это процесс максимально простой. Третий вариант интеграции, наверное, самый сложный, это интеграция через протоколы, через так называемый API. Интеграцию по этому способу можно сделать только с помощью IT-специалистов, потому что требуется встраивание специального кода в ваш сайт и обработка запросов со стороны интернет-эквайра и вашего магазина. Но этот способ позволяет достичь максимальной гибкости для вас. Например, если у вас есть какая-то внутренняя CRM в вашем интернет-магазине, то вы можете напрямую в вашу CRM получать информацию о том, что тот или иной заказ оплачен, тот или иной заказ не оплачен и так далее. Это очень может быть удобно, но скорее всего потребность в такой интеграции возникнет у вас, когда вы достигнете каких-то уже значимых оборотов и поймете, что той простой интеграции, которая у вас была до этого, вам недостаточно. Итак, теперь давайте поговорим про тарифы. Очень важный момент. Сколько будет стоить подключение к интернет-эквайрингу? Как правило, здесь все просто, потому что у большинства поставщиков эквайринга никакой платы за подключение нету, поэтому можно здесь быть спокойным. Второе, это тариф, который взимается с каждой проводимой операции. Он у всех поставщиков, конечно же, уже есть. Этот тариф устанавливается в процентном соотношении от суммы операции и взимается с каждой проведенной транзакции. Иногда он устанавливается в виде процент, но не меньше, чем какая-то сумма тенге. Например 2,5%, но не менее, чем 30 тенге. Соответственно, при очень маленьких операциях будет взиматься фиксированная комиссия. Значит, какой диапазон этой комиссии существует? В принципе, в Казахстане самый нижний уровень комиссии, который есть, который вы можете найти на сайтах поставщиков, банков или платежных провайдеров, это порядка 2,2%. Как правило, верхняя граница находится в районе 3%. Но у всех поставщиков эта комиссия разная. Вот она находится в диапазоне от 2,2 до 3%. От чего она зависит? И можно ли как-то ее уменьшить? Тут важно понимать, что вы всегда можете торговаться с банком или с платежным провайдером по поводу размера этой комиссии. Потому что каждый бизнес разный, есть много особенностей как с точки зрения того, что бизнес продает, как он продает. Соответственно, у вас всегда есть возможность доказать поставщику эквайринга, что вы можете рассчитывать на более низкий тариф. Я рекомендую вам всегда идти по этому пути, то есть пытаться договориться о более низком тарифе. Часто у предпринимателя возникает вопрос, могу ли я переложить эту комиссию по эквайрингу на покупателя, то есть чтобы покупатель платил, например, на 2 или на 3% больше, чем стоит этот товар, и таким образом я как предприниматель комиссию эту не платил. К сожалению, такая практика является запрещенной, то есть платежные системы не разрешают такой подход, потому что ни одно платежное средство не должно быть в худшем положении по отношению к другому. То есть если цена на товар установлена, например, 1000 тенге, то неважно, как клиент оплачивает этот товар, наличными, карточкой или каким-то другим способом, цена всегда должна быть для него 1000 тенге. Соответственно, вы не можете, это запрещено, перекладывать комиссию на клиента. Поговорим о таком важном вопросе, как взаиморасчеты, то есть как быстро вы будете получать возмещение по операции. Как правило, этот описывается все в договоре эквайринга, о котором мы уже говорили. И срок этот обычно составляет 1, 2, 3 банковских дня. То есть, например, если операции были совершены в понедельник, то во вторник вы по этим операциям получите возмещение. Я рекомендую вам обратить внимание на этот момент сразу при подписании договора. Если срок возмещения по каким-то причинам вас не устраивает, то вы можете всегда найти другого поставщика эквайринга, у которого этот срок будет находиться в интервале 1, 2 и максимум 3 дня. Следующий вопрос, связанный со взаиморасчетами, это нужно ли открывать вам банковский счет в другом банке при подключении к эквайрингу.
Как правило, если вы подключаетесь к платежному провайдеру, то открытие счета не требуется. То есть ваш счет может оставаться тот, который уже у вас сегодня существует. Если вы подключаетесь к банку, то я рекомендую вам открывать счет именно в том банке, к которому вы подключаетесь по интернет-эквайрингу. Это ускорит взаиморасчеты вас и вашего банка. Безусловно, вам как бизнесу необходимо оперативно отслеживать информацию о всех проведенных операциях. И для этого у всех поставщиков интернет-эквайринга существует так называемый кабинет торговца, через который все это можно видеть. В кабинете торговца вы можете видеть, какие операции прошли успешно, какие операции прошли неуспешно. Вы можете их фильтровать, смотреть, делать какие-либо выписки. Кроме того, вы можете делать технические операции, например, операции возврата или отмены. Вы можете через кабинет торговца выполнять вот ту операцию, о которой мы говорили, например, формировать счета и отправлять их на клиента. Кабинет торговца – это ваш рабочий инструмент, и обязательно стоит посмотреть, как он устроен у того или иного интернет-эквайра, и посмотреть на его функциональность. Поскольку интернет-торговля не имеет границ, то есть целый ряд вопросов, которые связаны с международной торговлей. Сейчас мы их рассмотрим. Итак, первый вопрос – это могу ли я принимать платежи от зарубежных клиентов, когда они используют карточку, которая выпущена зарубежным банком, например, европейским банком, американским банком или каким-либо другим. Да, вы можете, безусловно, потому что в рамках платежных систем международные операции, конечно же, разрешены. Но есть несколько нюансов. Первый момент в том, что часто платежные провайдеры или банки, они ограничивают возможность совершения операций с картами зарубежных банков в интернет-магазинах с целью уменьшения рисков мошенничества. И по умолчанию часто такие операции закрыты. Поэтому вы, когда подключаетесь к интернет-эквайрингу, вы должны с банком или с платежным провайдером обсудить вопрос о том, будут ли у вас клиенты покупать что-либо, используя карты зарубежных банков, какие это могут быть суммы и какая приблизительно частота таких покупок. Соответственно, поставщик эквайринга может установить для вашего магазина определенные лимиты, которые с одной стороны позволят вам принимать такие платежи, а с другой стороны защитит вас от ненужных рисков. Второй момент, который часто тоже спрашивают, это если клиент является держателем карточки какого-либо казахстанского банка, но уехал за границу и хочет из-за границы рассчитаться в вашем интернет-магазине в Казахстане, может ли он это сделать? Да, конечно же может, и тут вообще никаких проблем нет. Для вас, как для казахстанского торговца, эта операция будет проведена ровно так же, как будто бы этот человек находился внутри Казахстана. Никакой разницы здесь нету. Часто также спрашивают про валюту расчетов. Можно ли получать деньги по эквайрингу, возмещение в какой-либо другой валюте, кроме тенге? Нет, это не разрешено. То есть единственная валюта, которая допустима к расчетам в Казахстане, является тенге. Соответственно, неважно, с какой карточкой пришел в ваш магазин клиент, с карточкой американской или европейской, он все равно в вашем магазине заплатит товар по той номинальной стоимости, которая указана на сайте, например, та же 1000 тенге, и вы получите 1000 тенге. Конечно, у клиента с американской, например, карточки деньги спишутся в долларах, но вас это волновать не должно, потому что это спишется по курсу платежной системы в эквиваленте с клиентского счета, но вам на счет все равно банк перечислит именно вот эту 1000 тенге с учетом комиссии. Обязательно нужно обратить внимание на вопросы безопасности расчетов на вашем интернет-сайте. И это достигается в первую очередь плотным взаимодействием с банком или с платежным провайдером. При подключении интернет-эквайринга вы должны сообщить банку или платежному провайдеру максимум информации о том, какие операции являются типичными для вас, а какие нет. То есть это средний чек, частота операций, нужны ли вам зарубежные карточки. Соответственно, банк сможет настроить необходимые лимиты на ваш интернет-магазин, и операции, которые нежелательны или нетипичны для вашего магазина, они просто будут отсекаться. Второй момент – это обязательно при выборе интернет-эквайринга убедитесь в наличии у него технологии 3D Secure, потому что эта технология позволяет уменьшить ваши риски как торговца при взаиморасчетах с покупателями. Технология 3D Secure построена таким образом, что когда клиент совершает операцию на вашем сайте, человеку для подтверждения этой операции приходит специальная смс от банка, который выпустил эту карту. И человек должен ввести, соответственно, этот код, который знает только он. Соответственно, если картой
пытался воспользоваться кто-то, кто не владеет, например, телефоном данного клиента, соответственно, он не сможет этот код ввести и операция не пройдет. Поэтому я рекомендую использовать вам технологию 3D Secure и подключаться именно к тем аквайрам, которые обеспечивают вам эту технологию. Как же выбрать поставщика интернет-аквайринга, который подходит именно вам? Я рекомендую обратить внимание на 3 основных критерия выбора. Первый – это легкость и возможности интеграции. Выбирайте того поставщика, у которого есть модули, которые позволят вам интегрироваться быстро с вашей площадкой, с вашей платформой для интернет-магазина. Или, возможно, того, у кого есть возможность работать без интеграции. То есть первый фактор – это легкость интеграции, учет ваших возможностей в бизнесе. Второй момент – это скорость взаиморасчетов. То есть выбирайте поставщика, который предлагает максимально быстрые взаиморасчеты. В идеале это происходит на следующий день. И третий фактор – это тарифы. Но помните, что тарифы – это всегда предмет переговоров, поэтому с любым поставщиком вы можете этот вопрос обсуждать и найти наиболее интересный компромиссный вариант по тарифам. Спасибо, друзья, что смотрели это видео. Надеюсь, оно было полезным для вас. С вами был Тарас Волобуев, эксперт по финансовым технологиям.